Добрый день, уважаемые эксперты. Разрешите представить работу на тему «Историческая лексика якутского языка» на материале названия животных. Актуальность работы. Как известно, зоологическая лексика якутского языка представляется одним из наиболее интересных пластов словарного состава, отличается древностью и самобытностью лексических единиц. В связи с этим мы выбрали животных, которых не существует в Якутии. Цель работы – изучить историческую лексику животных на примере бабр, тигр, хахай, лев, тебен, верблюд, ло, дракон, могой, змея. Задача работы – узнать историческую лексику якутского языка, тюркизма, монголизма, определить историческую этимологию вышеуказанных слов, исследовать использование в народных литературных произведениях данных слов. Всего нами просмотрено 4 литературы и использовано 12 больших толковых словарей. Изучив и проработав с научной литературой и со словарями, мы узнали, что слова происходят следующим образом. На данном слайде показана таблица происхождения исторической лексики названий животных. Бабр произошло от слов бабр и бебер, ло от лу, могой от мага и могой, тебен от деве, темеген, хахай от гахай и гахай. Таким образом, можно заключить, что основные слова происходят от тюркских и монгольских языков. Далее, проработав с фольклорными литературными произведениями, мы определили частоту использования данных животных в произведениях. Как вы видите, наиболее часто используются слова ло и могой, а слова бабр, тебен, хахай используются в своих значениях лев, тигр и верблюд. Бабр, тигр, например, слово бабр используется в следующих произведениях. Каханара хахай той бастан сопуячта бадает играх бабр кылбахалык болбуд. Ло, дракон, рыба, дракон, волонко является устойчивым и распространенным образом в эпической системе якутов. На данном слайде вы видите отрывок из произведения Аюнского Куранцы Великий. Могой змея. В мифологии и фольклоре огромное чудовище с туловищем змеи. Здесь также вы видите отрывки из Лонхо Аюнского Нюргон Бату Стремительный. Тебен верблюд. В языке Лонхо историзм тебен верблюд встречается в следующих случаях: как еда и пища, как страна верблюдов, как средство передвижения богатырей Абахы, как деталь боевого оружия и как образ сравнительно словесной конструкции. Хахай леп, например, хахай бирджикте уратылах, бөтен ачыркалардан барлардан самай кыркыр сурахтах. В данной таблице мы выявили слова, которые определяют их значение в исторической лексике названия животных. Встречается в таких случаях. Бабр в названии животного используется в детских произведениях, например, бабр кылбалтынабын, лов в названии абахы, рыба и как мифологическое животное, например, ортодой дуголовалык толбуд, могой как средство передвижения, название абахи и одежда, например, могой терита мой турктах, тебен как еда, пища, средство передвижения богатырей абахи и размер, например, тебен сага красна тагар тюн сага урумсана урдук. Хахай – название одежды и в качестве номинантного животного, например, хахай терита халтастах. Таким образом, мы приходим к выводу, что, во-первых, историческая лексика якутского языка имеет параллели и в монгольских, и в тюркских языках, и значит показывает, что они были употреблены не только в названии животных, но и в предметах, утвари и так далее. Во-вторых, установление и систематизация подобных лексем историзмов, имеющих монгольские параллели, позволяет глубже проникнуть и полнее представить эпическую картину происходящего. И в-третьих, самое наибольшее число исторической лексики названий животных было употреблено со словом ло и могой. Использованная литература. Спасибо за внимание.